Салам алейкум, хурматлы милләттәштәр, хаумага дустар, здравствуйте, уважаемые подписчики моего канала. С 8 по 20 декабря 1917 года, дата по старому стилю, в городе Оренбург, в караван-сарае прошел третий всебашкирский Курултай, получивший название учредительный. Именно этот Курултай утвердил положение о создании Башкирской автономной республики Башкортостан, которая была создана 15 ноября 1917 года. Именно этот Курултай 20 декабря принял резолюцию о создании башкирских вооруженных сил и башкирской милиции. 20 декабря – дата основания башкирских вооруженных сил. Первые башкирские командиры, прошедшие Первую мировую войну, которые начали создавать вооруженные формирования башкирские, это были офицеры, башкирские офицеры Амир Карамышев, это Гимран Магазов и Габдулла Идельбаев. Они начали создавать первые башкирские отряды. Уже к лету 1918 года башкирская армия состояла из 15 тысяч хорошо вооруженных бойцов, хорошо экипированных, послушных своему командованию. У них были свои знаки отличия. Состояли они из разных частей. Это были и артиллерийские части, это были кавалерийские части, пехотные полки, инженерные полки. Был создан военный совет башкирских вооруженных сил, который впоследствии возглавил Ахмед Заки Валиди. Впоследствии был создан штаб башкирских вооруженных сил. Башкирское правительство вошло в союз с правительством так называемого Камуча, Комитета учредительного собрания. Это первое правительство белых антибольшевистских сил, которое бросило открытый вызов советской власти и начало с ними вооруженную борьбу. Башкиры вошли в союз с ними и начали воевать против советской власти. Почему начали воевать? Потому что советская власть очень негативно восприняла появление Башкирской республики, башкирского правительства, и очень негативно восприняла появление башкирских вооруженных сил. Были попытки расстрела, арестов башкирских солдат. Вот до того же самого Габдуллу Идельбаева в городе и Гимрана Магазова, их в городе Баймак расстреляли, красные расстреляли большевики, за то, что они собирали башкирские войска. Было арестовано башкирское правительство в городе Оренбург и заточено в тюрьму. И именно Амир Карамышев со своим отрядом напал на Оренбург и отбил башкирское правительство, освободив их из тюрьмы. После этого, конечно же, ничего не оставалось башкирскому правительству, как начать воевать против советской власти. И они вошли в союз с Камучем. Камуч предоставил много, немного, первые, скажем так, первое вооружение, достаточно в большом количестве. Впоследствии очень много вооружения нам предоставила чехословацкая армия, чехословацкие вооруженные силы, которые подняли восстание тоже против красных. Располагались они, штаб у них располагался в Челябинске. Туда ездил Ахмед Заки Валиди, с ними договорился, и они предоставили нам очень много вооружения. И вот у нас так появилась хорошо экипированная, хорошо вооруженная армия. Башкирская армия держала фронт от Оренбурга и до Екатеринбурга. По воспоминаниям многих белых офицеров, они очень положительно и очень хвалебно отзывались о башкирских вооруженных силах, о башкирской армии, говорили, что это дисциплинированные, храбрые, смелые и послушные только своему командованию, только башкирскому командованию. Больше никому они не подчинялись и не хотели подчиняться. Такой был исторический факт, который показывал, насколько храбрые и доблестные были башкирские войска, говорит о том, что 7 августа 1919 года башкирские войска освободили город Екатеринбург от красных войск.
Благодарные жители города Екатеринбурга сшили собственноручно знамя и подарили его башкирским войскам. На этом знамени было написано сверху на башкирском языке, арабской вязью было написано «Батыр Башкорттарға, Екатеринбург халканынан». И снизу на русском языке перевод «Доблестным освободителем, благодарный Екатеринбург». То есть это вот показатель, яркий показатель, исторический факт того, как башкиры воевали. Но впоследствии, когда власть перешла к Александру Колчаку, верховному правителю России, сибирскому правительству, да, и он себя потом также назвал и диктатором, Колчак своим указом совершил ошибку, он своим указом приказал отменить, расформировать все правительства национальные, переподчинить все национальные вооруженные силы именно армии сибирского правительства, которое он возглавлял, и говорил о том, что Россия единая и неделимая, никаких автономных национальных республик не должно быть, никаких независимых государств он не признает, отказался признавать независимость Украины, независимость Финляндии, независимость Польши. И даже приказал арестовать башкирское правительство. Башкирскому правительству ничего не оставалось делать, кроме как идти на союз с советской властью. И начались переговоры с советскими властями. Советская власть, конечно же, поступила очень мудро. Они не стали отвергать башкирское правительство, они наоборот сказали, что мы признаем, мы согласны признать Башкирскую республику, согласны признать башкирское правительство, но с единственным условием, что башкирские войска переходят на сторону советской власти и начинают воевать против Колчака. В феврале месяце 1919 года произошел переход башкирских войск на сторону советской власти, что, конечно же, оголило огромный участок фронта, и в эту брешь хлынули советские войска, и Колчак после этого уже не оправился и проиграл. Он потом попытался исправить свою ошибку, вновь начал делать обращение к башкирам, что мы признаем вашу республику и так далее, что и башкирские войска сохранятся, все, только давайте переходите к нам обратно, но было уже поздно. 20 марта 1919 года состоялась встреча башкирского правительства и советского правительства. Замечу, да, заметьте здесь, что два правительства встретились и подписали соглашение, знаменитое соглашение от 20 марта 1919 года о признании советской властью Башкирской автономной республики. Она получила уже название Башкирская автономная советская социалистическая республика. Так, благодаря башкирскому войску была сохранена Башкирская республика. Почему советская власть пошла на договор с башкирским правительством, на соглашение, на союз? Только потому, что у башкир было свое войско. Сильное, умеющее хорошо воевать войско. Только благодаря этому. То есть, благодаря башкирскому войску, башкиры смогли отстоять свою республику. На сегодняшний момент у нас третья, то есть она до сих пор, то есть сохранилась, эта республика, мы сейчас в ней живем. Но это уже третья башкирская республика. Напомню по хронологии, что первая башкирская республика, Республика Башкортостан, существовала с 1917 года по 1919 год. В 1919 году, 20 марта, уже была она преобразована в Башкирскую автономную советскую социалистическую республику, которая просуществовала до 11 октября 1990 года. И уже 11 октября 1990 года была образована Республика Башкортостан, третья башкирская республика, которая сейчас и существует на сегодняшний момент. И замечу, что это единственная национальная республика сегодняшней Российской Федерации, которая была основана волею народа.
Все остальные республики, ну, в прошлом советские республики, автономные советские республики, были учреждены декретом советской власти. Все, кроме Башкирской автономной советской социалистической республики. Башкирская республика была учреждена именно народом, и советская власть ее признала. Поэтому, обращаясь к башкирским мужчинам, к мужчинам Республики Башкортостан, хочу сказать, что именно 20 декабря, День вооруженных сил, День башкирских вооруженных сил, День башкирской армии. Ваш праздник не 23 февраля. Да, я понимаю, что многие служили в советской армии, потом в вооруженных силах Российской Федерации, я сам служил, но я давно уже отказался от празднования 23 февраля. Это не мой праздник. Это праздник чужой для меня армии, которая воевала против башкир, расстреливала башкир, подавляла восстание башкир, которая нападала на другие страны и народы, уничтожала их, захватывала и до сих пор продолжает это делать. Для меня это не моя армия. И не моя дата 23 февраля. Моя дата 20 декабря. Поэтому я призываю вас всех также отказаться от празднования 23 февраля и праздновать, отмечать, считать своей датой именно 20 декабря, День образования башкирских вооруженных сил. Сегодня именно этот день. Байрам менен башкиртар. С праздником вас, дорогие башкирские мужчины. На этом все. Хау болгат.